И как здесь работать? Так, надо разобраться. Вот такая машина. Я говорю, так крутится, как это может быть скучно? Энергетика была, есть и будет. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Борисова Елена, и я ученый. Я занимаюсь изучением коррозии и способов защиты от коррозии. Ну, это, конечно, очень обширное понятие. Мы занимаемся созданием покрытий защитных разными методами на поверхности металлов с целью защиты от коррозии. И, соответственно, коррозия в энергетике – это одна из главных проблем, которые там присутствуют. Да? То есть мы все знаем, да здравствует июнь месяц, отключение воды горячей дома на традиционную неделю. Это связано с тем, что трубопроводы не идеальны. Они корродируют, они портятся, они, соответственно, со временем ржавеют и, соответственно, теряют свою надежность. На 5-м курсе уже, в последнем семестре, вел дисциплину как раз коррозия, защита от коррозии Решетников Сергей Максимович. И вот мы с ним там познакомились, как-то так зацепились друг за друга. И вот уже на протяжении больше 10 лет он мой научный руководитель. И мы с ним идем, он меня направляет. Не сказать, что прям я целенаправленно в это все шла. Я просто так подумала, ну что бы мне попробовать. Вообще люблю по жизни учиться. Ну, собственно, в этой вот лаборатории мы работаем. Тут у нас проводятся электрохимические эксперименты, да, то есть на изучение электрохимических характеристик и коррозионной стойкости образцов, которые мы готовим разными методами. Это вот потенциостат. Его собрали в лаборатории физики и химии материалов. Ну, собственно, он у нас местного, университетского, назовем так, производства. Студенты вдохновляются сейчас очень сильно технологиями, да, то есть не только, что мы там будем делать, да, а именно, что мы можем туда привнести с точки зрения современного мира, технологичности. Мы ездим на предприятие и всегда говоришь, вот мы сейчас там пойдем смотреть котел энергетический. Они такие, окей, приходим, стоим. Они такие, где котел? Мы так голову поднимаем, а вот он. И там огромная такая махина, которая стоит с многоэтажное здание, они такие, и как здесь работать? Так, надо разобраться. Вот такая машина. Я говорю, так крутится, как это может быть скучно? Есть специальная ячейка. В эту ячейку, соответственно, с крышкой специальной помещается раствор, который выступает в качестве модельной среды. Помещается сюда исследуемый образец по форме этого графика, по величине тех характеристик, которые мы на этом графике видим. Соответственно, мы уже определяем, какие свойства этот образец имеет. Хорошие, плохие, средние, непонятные иногда. Мы не можем жить без света, мы не можем жить без тепла. Ну и современные технологии – это еще один источник того, что нам постоянно нужно электричество. Поэтому энергетика была, есть и будет, и без нее никак.